Итоги недели в эфире телеканала «Милет». Добрый вечер. В студии Фадиме Сейтмамут. И о событиях за неделю мы расскажем в течение 30 минут. Смотрите в этом выпуске. Восстановим справедливость вместе. В Крыму продолжается сбор информации об участниках Великой Отечественной войны. С мыслью о вузе в КФУ прошла Олимпиада по крымско-татарскому языку. Медицинское обслуживание шагнуло вперед. В Симферопольском клиническом родильном доме номер 2 новое оборудование. Определились победители высшей театральной премии Крыма «Золотой грифон». Крымско-татарский театр стал лучшим в 3 номинациях. 90-летний юбилей в кругу большой и дружной семьи. Айше Салимова знает секрет долголетия. В Крыму продолжает сбор информации об участниках в Великой Отечественной войне. Каждую среду волонтеры во главе с доктором исторических наук Владимиром Поляковым общаются с родственниками фронтовиков и партизан. Все полученные данные войдут в серию книг «Крымские татары на службе Отечеству». За важным процессом следила Айше Шулакова. О ком вы собираетесь сказать? Я хочу рассказать о своем отце. Отец Диляры ханым Сейдали Хайбулаев – фронтовик. Прошел всю Великую Отечественную войну. Еще молодым парнишкой попал на фронт, воевал в Белоруссии, дошел до Берлина. Даже участвовал во встрече на Эльбе. Его уже давно нет в живых. О боевых заслугах Сейдали Хайбулаева остались только эти фотографии, военный билет и воспоминания дочери. Мне очень хотелось, чтобы обязательно отец тоже в эту книгу попал. Они действительно отдали жизнь свою за родину, отдавали жизнь. И забывать об этом нельзя. Симферополец Небедзитиев принес уникальные документы. Они на чешском языке. Принадлежат его свекру Усину Меметову, который некоторое время воевал в Чехословакии. Он был на войне, потом 1,5 года был партизаном в Чехословакии. Я принес все его документы, и оригиналы, и копии. Каждую среду на кафедре истории в КИПУ людей больше, чем обычно. Крымчане из разных уголков полуострова спешат поделиться информацией о своих родных и близких, которые внесли свой вклад в общую победу над фашизмом. Все фотографии и документы сразу же сканируют, потом распределяют по отдельным папкам. За 2 недели со дня основания рабочей группы «Поиск» стала известна история 50 судеб. Вся эта работа проходит в рамках проекта, начатого Русланом Бальбека «Крымские татары на службе Отечества». И вот мы обратились к людям, приносить информацию о родственниках, знакомых. Эффект превзошел все ожидания. Люди идут. Книги охватят большой исторический период. Сейчас специалисты готовят выход 1-го тома о Великой Отечественной войне. Символично, что 1-я книга выйдет 9 мая в День Победы. В сборе и поиске информации рабочей группе помогают волонтеры. Помогает нам восстановить нашу генетическую память, знать о подвигах нашего народа, то, что они, как и со всеми наравне, сражались против врага. Параллельно все документы, фотографии и общая информация будут отправлены в Крымско-татарский музей историко-культурного наследия. Айше Шулакова, Владислав Кравцов, телеканал «Милет». В Мазанке Симферопольского района состоялся финал конкурса «Крым менам ватаном». «Крым – моя родина». В первом этапе приняло участие 36 детских садов. В финал же прошли 14. Это более 150 дошколят. Чем удивили жюри воспитанники дошкольных учреждений, знает наша съемочная группа. Крым – это степь, и курганы седые. Крым – это пики вершин Поднебесья. Крым – это море, поющие песни. Родина, она только одна. Финал конкурса начинается с выступления самой маленькой участницы, 3-летней Элины Ситвелиевой. Воспитанница детского сада «Солнышко» села Мазанка. На сцене впервые она рассказала колыбельную на 3 государственных языках. Детский сад из поселка Укромная «Журавлик» показал хоровод «Оберег». За 5 минут на сцене малыши спели микс из песен всех народов Крыма и станцевали крымско-татарский танец «Хайтарма». Ребята заняли 1-е место и получили главный приз – ноутбук и многофункциональный принтер. Мы сегодня победили детский сад «Журавлик», село Укромное, в категории «Фольклор». Мы очень рады сегодняшней победе. «Крым – моя родина» – районный конкурс дошкольных учреждений. Проходит уже 3-й год подряд и с каждым разом становится все масштабнее, говорят организаторы. Я уверен, что подобные мероприятия очень важны в деле сохранения, развития культуры, традиций народов Крыма. Наши победители, а именно
занявшие первые места в 3 номинациях, это в танцах, хореографии, фольклоре, получат сертификаты на приобретение ноутбуков и МФУ. Победители, занявшие 2 место, получат сертификаты на получение ноутбуков, а все номинанты, лауреаты получат сертификаты на получение многофункциональных центров. Оригинальные номера любви к родине, стихотворения и песни на языках народов Крыма. 3 номинации, в каждом по 3 призовых места с ценными подарками. Большое спасибо всем организаторам, родителям, педагогам, руководителям администрации Симферопольского района за то, что продолжаем добрую традицию и воспитывают в будущем поколении именно патриотизм и взаимоуважение между нашими детками, поскольку базовое начало в той среде, в которой они сегодня находятся, и понимая, какой многонациональный сегодня Крым, дает самое высокое уважение и в будущем, находясь друг с другом рядом за партой, дальше во дворе, друг друга уважать и, конечно же, самое главное, поддерживать в трудную минуту. Сертификаты победителям вручал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он поблагодарил родителей и воспитателей за то, что знакомят детей с многонациональной культурой полуострова. Каждый раз, когда будут слышать вот то соцветие культур где-то за пределами Крыма, они будут понимать, будучи взрослыми, что это что-то родное, что-то свое. Вот мы все крымчане, это надо не забывать. И вот то соцветие культур, пусть оно обогащает нас, делает нас более сильными, добрыми по отношению друг к другу. И только через взаимное уважение к традициям, к культуре каждого мы будем процветать, будем двигаться вперед. По словам парламентария, уже скоро конкурс выйдет на республиканский уровень. София Шукурова, Владислав Кравцов, телеканал «Миллет». Крымские школьники уже готовятся к поступлению в вузы, пишут олимпиады и зарабатывают дополнительные баллы. Их учтут при поступлении. Такая практика впервые проводится на факультете крымско-татарской и восточной филологии КФУ имени Вернадского. Участники приехали со всего полуострова. Какие задания для них подготовили преподаватели факультета, в нашем следующем сюжете. В главном корпусе КФУ почти 40 участников Олимпиады по крымско-татарскому языку и литературе. Для каждого по 30 заданий. Разделены на 2 части. Сначала тестирование. Конечно же, мы учитываем, что недостаточно часов и по языку, и по литературе, поэтому мы постарались собрать тесты, которые в целом охватывают определенный период. То есть это такие знания фонетики, морфологии, синтаксиса, и по литературе точно так же включают произведения известных писателей, которые они изучали в школе. Далее творческое задание – перевести сказку с крымско-татарского языка на русский. Оно было легким и лично для меня очень интересным. Я очень хочу занять 1-е место и учиться в этом университете. Участники Олимпиады приехали из разных уголков Крыма. По словам учителей, это лучшие школьники. Если ребенок дома говорит на родном языке, если родители относятся к нашему языку, культуре, народу и к будущему серьезно, они, конечно, всему этому обучат своих детей. Олимпиада для будущих абитуриентов в стенах вуза проводится впервые. Победителя определят через неделю, он получит сертификат. При поступлении к общему баллу он получит дополнительные 10. Фатиме Сейдометова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Техническая революция и в Симферопольском клиническом родильном доме номер 2. В здании завершился капитальный ремонт. Закуплено новое оборудование. Улучшились условия пребывания рожениц. С подробностями Султания Ситакаева. Лиля Мухамедова в одночасье стала мамой тройни. Малыши здоровы, только у одной вес меньше нормы. Ее поместили в специальный инкубатор с подачей кислорода. В этом кувезе находится девочка весом килограмм 390 грамм. Здесь создаются такие же условия, которые малыш ощущает у мамы в животе. Поддерживается нужная температура и влажность воздуха. Молодая многодетная мама уже придумала имена малышам. 2 девочек назвали имени Анифе, а мальчика Керим. Роды были первые, но отреагировали сначала, говорили, что это двойня. Мы обрадовались очень, а потом на следующем УЗИ выяснилось, что уже тройня. После капитального ремонта все пациентки находятся в одноместных палатах. Отдельно расположена ванная комната, а в родильных залах установлены современные КТГ-мониторы, которые в течение родов позволяют следить за состоянием малыша. Даже дают прогноз по оценке по его родам. То есть они, вот ребенок еще как бы у нас идет запись, да, ребенок еще не родился, но он оценивает состояние ребенка по тому состоянию, что было в 10 баллов по шкале Апгар. То есть
Обновление и в операционном блоке, современное эндоскопическое оборудование. Главная особенность этого аппарата – чувствительная видеокамера. Она позволяет точно выявить очаги поражения. Закуплена новая наркозно-дыхательная аппаратура, которая позволяет давать, опять-таки, наркозы на современном уровне с использованием современных газов. Новые операционные столы, которые, в принципе, многофункциональные, могут с электроприводами позволять придать пациенту любое необходимое положение во время операции. Изменился не только внешний и внутренний облик роддома, но и территория медучреждения. На месте заброшенного пустыря в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией появился сквер будущего из почти полусотни лип и кленов. Скоро установят капсулу будущего с посланием к потомкам. Капсула с пожеланием потомкам, которая будет вскрыта в 2047 году на столетие родильного дома номер 2. В будущем планируется здесь отсыпать прогулочные дорожки, поставить лавочки, поставить урны. Для рожениц здесь созданы комфортные условия: кресла-трансформеры, ванные и пеленальные столы для младенцев. Все новые оборудования протестированы. Специалисты прошли обучение. Султанис Такаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Гонка не на скорость, а на выносливость. В Добровской долине 29 всадников и жеребцов разных пород и мастей испытали свои силы на предгорной местности. Республиканские соревнования по конным пробегам «Звезда Крыма» памяти Александра Михадюка состоялось в селе Заречное Симферопольского района. Как обуздать скакуна и пройти сложный маршрут, узнавала наш корреспондент Айше Шулакова. Насвистывая почти как колыбельную, Елизавета Пелагенко успокаивает коня по кличке Магистр. Английский чистокровный жеребец свою спортивную карьеру начал в 2 года. Сейчас ему 10. Он призер по гладким скачкам. Сегодня сложное испытание. Предстоит преодолеть дистанцию 40 километров. Он бегает с удовольствием, скажем так. Ему это нравится, и он бежит, у него импульс бежать. Мы сегодня настроены на победу, и он, безусловно, тоже готов. Принять участие в республиканских соревнованиях по конным пробегам «Звезда Крыма» собрались 29 участников. Это весь Крым, даже есть команда из Казани. Здесь можно проверить не только искусство верховой езды, но и умение всадника правильно рассчитать физические возможности лошади на дистанции. Участники уже стартовали в 3 дистанциях – 30, 40 и 80 километров. Маршрут проходит по живописным местам Добровской долины. Лошадиная Формула-1. Иногда так в шутку называют конные пробеги. Между ними и в самом деле есть сходство. Дистанция делится на этапы, а после каждой фазы, как в пит-стопе, лошадь окружает многочисленная команда поддержки. Снять седло, измерить пульс, облить лошадь водой на все 20 минут. Такие водные процедуры между этапами рассчитаны на восстановление пульса и дыхания лошади. Так она быстро приходит в норму. После успешно пройденного ветконтроля и заслуженного отдыха всадник и жеребец могут смело продолжить пробег. Ну супер, хороший день, хорошая погода. Конный спорт должен развиваться в Крыму. Организаторы пробега – Федерация конного спорта Крыма и администрация Симферопольского района. Крым – идеальное место для конного спорта, а пригород столицы богат площадками для таких соревнований. Вообще Республика Крым – это идеальное место для конного спорта. Ну, Симферопольский район, да, тоже здесь, особенно для дистанционных конных пробегов. Здесь предгорья, здесь горы, здесь достаточно интересные сложные трассы. Всадникам, лошадям, которые здесь показывают хороший результат, они на равнинных, на российских соревнованиях показывают отличный результат. По итогам пробега квалификацию получит не только всадник, но и лошадь. А это, в свою очередь, открывает новые возможности на международном уровне. Айше Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». История о подпольной деятельности Алиме Абдынановой и ее разведгруппы теперь отражена на страницах книг. Заслуженный журналист Крыма Лентара Халилова досконально изучила эту тему и выпустила книгу под названием «Керченский полуостров. Война в судьбе моего народа». Тираж в 1000 экземпляров. Первая презентация издания прошла в 42-й школе имени Эшрефа Шемьизаде. Подробности знает Фатиме Сейдаметова.
Ученики национальной школы номер 42 освободились от уроков и собрались в актовом зале, чтобы первыми увидеть книгу о легендарной разведгруппе «Дая». Хотелось бы, чтобы наше поколение тоже знало вот историю своих дедов, да, там, кто, как были те, кто воевал, те, кто нес свой вклад в победу. И чтобы вот наши дети, наше подрастающее поколение знало историю своего народа, своих семей. Главные герои книги Алими Абдынанова и ее разведгруппа. В 43-м они организовывали партизанское подполье на Керченском полуострове и передавали сведения о немецких и румынских войсках, оккупировавших Крым Красной армией, и вели диверсионную войну. На страницах документы, дневники и воспоминания очевидцев тех лет. Естественно, огромная кладезь это в Лейнбайрахе содержится, в архивах, конечно, в подшивках. Обо всех героях понемногу, вот, начиная всю эту информацию я брала с наших национальных газет. Большую часть информации автору рассказали родственники разведчиков. Шейде Сулейманова дядю Хайрулу Мамбиджанова при жизни не застала. О нем всегда рассказывала ей мама. Были такие патриотические качества. Он очень любил свою родину и, не жалея сил, отдал свою жизнь. Ему было 27 лет, когда его расстреляли. Жил Хайрула Мамбиджанов в селе Джермай-Кашик Ленинского района. У него было 7 братьев и сестер. До войны успел пожениться. Жена была беременная, он даже не успел увидеть своего ребенка. Ребенок родился, а во время депортации умер. Дата презентации приурочена к 75-й годовщине со дня смерти Алими Абдынановой. В феврале 44-го фашисты взяли всю группу в плен и бросили в тюрьму Старого Крыма. Пытали, зверски убили всех. Еще он дедом моим не был, поскольку не было меня. Когда под тихим крымским небом за школой на исходе дня его фашисты расстреляли. Тираж издания 1000 экземпляров. Книги можно найти в крымских библиотеках, школах и у родственников разведчиков. Фатиме Сейдометова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр победил в 3 номинациях высшей театральной премии Крыма. «Золотой грифон», отмеченные работы, популяризация русской классики в Национальном театре, лучшая мужская роль, лучший дебют. На церемонии награждения побывала и наша съемочная группа. На сцену Государственного академического музыкального театра Республики Крым ведущие вышли в средневековых костюмах и вместе с труппой Мустеатра исполнили постановку из спектакля «Леонардо». И сегодня в этом зрительном зале под сенью крыл Золотого грифона собрались мастера, безнадежно влюбленные в театр. В зале актеры крымских театров. Сегодня они исполняют роль зрителей. Несмотря на это, очень волнуются. В перерывах между награждениями труппа танцевального театра имени Елизарова исполнила хореографический номер из танцевального шоу «Фантастика». Официально старт началу церемонии дала председатель экспертного совета театральной премии «Золотой грифон» Нина Пермякова. Дорогие мои, я сердечно поздравляю всех нас и театралов, служителей Мельпомены и, конечно же, наших дорогих зрителей. Впервые за 30 лет существования крымско-татарский театр выдвинули на главную премию Крыма, и дебют оказался успешным. За адаптацию на крымско-татарском языке пьесы Гоголя «Женитьба» труппа театра получила награду в основной номинации «Популяризация русской классики в Национальном театре». Неожиданно, во-первых, мы знаем, что мы на номинации все театры отправили, но в какой номинации мы будем выигрывать, для нас всех это как такой мандраж, знаете, сидим и переживаем за каждую номинацию, потому что никто не знает, в какой номинации мы выиграем. Также актеры крымско-татарского театра отмечены в номинациях: лучшая мужская роль Эльдар Джалилов, лучший дебют Эмиль Белялов. Награду за преданное служение театру вручили старейшему действующему актеру театра Энверу Белялову. У нас есть «Женитьба» на русском языке, есть «Евленов» на крымско-татарском. Режиссер Владимир Владимирович, который ставил спектакль «Магар», он сказал, что на крымско-татарском языке вы более органичны внутренне. Каждая победа – это победа и нашего актера, и нашего режиссера, и нашего театра в общем, и нашей нации. Мероприятие завершилось вручением главной премии «Золотого грифона». В номинации «Лучший спектакль» победил Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского, представив спектакль «Мастер и Маргарита». Руслан Минаев, Рамазан Левапов, телеканал «Милет». 90 лет – это не предел. Жительница села Мускатное Красногвардейского района Айше Салимова отпраздновала свой юбилей. Чувствует себя хорошо, подводит только зрение. Существует ли секрет долголетия на самом деле, узнавала Айше Шулакова.
Любовь и уважение, цветы и подарки. Вот так красиво началось утро Айше Бита. За огромным столом только самые близкие и родные люди. Желаю вам дожить до 100 лет. Айше Салимовой 90 лет. Она прожила долгую и насыщенную жизнь. За плечами война, депортация и жизнь на чужой земле. Вернуться на родину удалось только 30 лет назад. Родное село Кучка под Севастополем уже не существует. Обосновались в селе Мускатное Красногвардейского района. Любит петь народные песни. Именно они придавали ей сил все эти годы. Айше Бита посвятила жизнь своим детям. У нее их 7. Она воспитала их достойными людьми, максимально помогала, все они получили образование. Да и сейчас их опекает. У меня столько детей есть, все они обустроены, замужем, женаты, у них у самих есть дети и внуки. И я до такого возраста дожила, конечно же, я счастлива. Айше Салимова с самым большим богатством в жизни считает своих наследников. Еще бы, 36 внуков и 18 правнуков. Мы желаем вам счастья, мы вас очень любим, вы наше украшение, счастье, самый веселый человек в доме, вы и танцуете, и поете, еще и умудряетесь все контролировать, оставайтесь всегда такой. Секретом долголетия матери дети считают ее неисчерпаемую энергию, жизнерадостность, доброту и уважение к людям. Да и в роду были долгожители. Мама очень любит родину, людей. Она любит ходить в гости и принимать гостей. Наш дом всегда был полон людей. Сегодня в честь дня рождения юбиляра правнучки организовали настоящий концерт. Рецептов долголетия у Айше Салимовой нет. Считает все это благодаря Всевышнему. Айше Шулакова, Алишер Алимов, телеканал Милет. Это были самые важные и актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.